Новый дом, заходите и посмотрите. Вот что люди мне помогли и купили мне этот дом. Небольшой уютный домик вместо старого сарая. 63-летний Агубе Губеев – одинокий мужчина. Жены и детей нет. Он скромно ходит по новому дому и показывает удобства, без которых приходилось жить много лет. Здесь стоит стиральная машина, все здесь внутри, все удобства, как в городе. Честно, не ожидал я, не тещи такого, вообще не ожидал, ничего подобного. Огромное спасибо всем, огромное. О его непростой жизненной ситуации в Осетии узнали около года назад. Осетия Ньюс рассказывала эту историю. Тогда мужчина заболел раком кишечника и продал своих коров, чтобы купить лекарства. Агубе собрали деньги неравнодушные люди. Заменили в его сарайчике крышу, утеплили комнаты, а мужчина продолжил лечение. Через год история приобрела новый поворот. Помочь пенсионеру вызвались федеральные блогеры. В социальных сетях сбор объявила волонтер Елена. Я не знаю, она столько делала, как будто для собственного отца делала. По-другому как сказать. Она даже шнурки не пустила мне завязать, когда новую обувь покупали. Ты, говорит, неправильно завязал. Говорит, нагнулась, а я оставил, как будто на меня ведро воды вылили холодной. Мне это никто никогда не делал. Вот дальше как говорить, что говорить еще больше? Дай Бог ей здоровья. Что она сама хочет, пусть и Всевышний сделает. Она много лет помогает пожилым людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. К ней подключились и артисты. Собираем денежки на новый дом человеку, на корову и на операцию. Поэтому кто чем может, буду очень рада, если сможете помочь. Заранее спасибо в данном случае за то, что вы пройдете по ссылочке в следующем сторис и почитайте историю человека, который сейчас очень нуждается в помощи. Нужную сумму удалось собрать за очень короткие сроки. Дом купили в том же селе Алханчурт на соседней улице, где в своем маленьком сарайчике жил Агубе. Чисто, тепло. Купили мебель. Ну, знаете, что тоже. Телевизор, холодильную доску, утюг, все это благодаря добрым людям. Я не знаю их ни имен, ничего, но дай Бог им всем здоровья. Агубе с гордостью показывает выращенные в этом году овощи на старом участке. В новом доме земли еще больше. Сейчас там строится сарай для скота. Агубе купили корову, которая уже дала потомство, приобрели кур, индюков и кроликов. Мужчина говорит, что через год этот участок никто не узнает. Будет много цветов, а гостей он планирует угощать богатым урожаем. Я оборвал их сегодня уже. Вот сегодня были люди, я им оборвал, нарвал их. Ну вот эти. Через несколько дней будут, дня 4, и они будут хорошие уже. Опять можно будет рвать. Жизнь Агубе Губеева практически наладилась. Волонтер Елена призвала помочь руководство республики оформить пенсию и документы, которые много лет назад мужчина потерял. Но самое главное, по словам врачей, Агубе победил страшную болезнь. Буквально через несколько дней мужчине сделают операцию, после которой он сможет вернуться к полноценной жизни. В первую очередь собираюсь сделать так, чтобы вот те люди, которые мне помогли, чтобы потом сказали, да, мы помогли человеку, и он был достоин этой помощи. Буду тоже что-то делать для людей. До этого помогал людям немножко, что мог всегда. А теперь буду по мере возможности тоже делать хорошее что-то еще. Елена Черенкова, Георгий Гагичаты, Осетия Ньюс.